Не переработка спасет экологию, а сокращение отходов. Мы не раз повторяли это выражение в своих постах. Только представьте, сколько лет понадобится для разложения пластикового стаканчика или трубочки, обертки от конфеты или жевательной резинки. Сегодня вместе с вами пройдемся по самым распространенным видам отходов. Пластиковые пакеты, бутылки. Разлагаются они от 100 до 1000 лет. Альтернатива – эко-мешочки и многоразовая посуда. Бумага. Ей потребуется более 2 лет. Макулатуру можно сдать в любом пункте приема. Пищевые отходы. Даже огрызку от яблока понадобится несколько месяцев. Всю органику в компост. Обувь и одежда разлагаются десятки лет. Покупайте товары из натуральных тканей – хлопка, вискозы, льна, шерсти, кожи. Их срок разложения в десятки раз быстрее. 2-3 года. Мусор из тонкой хлопковой материи в жаркую погоду сгниет за неделю. Стекло практически не разлагается. Стеклянный мусор, тоннами лежащий на свалках, по некоторым данным, требует миллиона лет для полного разложения. Другие исследования утверждают, что стекло вообще не разлагается в природных условиях. Стекло выкидывайте в контейнеры для раздельного сбора отходов или относите в пункты приема. Алюминиевые банки. Срок их разложения более 500 лет. Алюминий – цветной металл, ликвидное вторсырье. Его, как и другой металл, можно сдать на переработку. Автопокрышки. Резина – еще один вид отходов, который будет разлагаться не менее сотни лет. Покрышкам не место на полигонах. Этот вид опасного отхода должен правильно утилизироваться лицензированными организациями. Самым распространенным видом мусора экологи считают окурки. Они разлагаются от 2 до 10 лет. Здесь совет от рекоператора только один – бросайте эту пагубную привычку. Сохраните и здоровье, и экологию. Жевательная резинка в теплых климатических условиях разлагается 30 лет, на холоде – сотни. От жевательной резинки тоже можно отказаться. Одноразовый подгузник. Срок разложения около 500 лет. Сейчас в продаже появились многоразовые подгузники. Протестируйте, расскажите нам в комментариях, понравились они вам или нет. Мы успели поговорить лишь о некоторых видах мусора. Сколько видов товаров в нашем обиходе, столько и отходов. Все, что нас окружает, рано или поздно становится мусором. Тем не менее, мы с вами можем продлить срок службы изделий. Не используйте одноразовые товары, покупайте многоразовые. Сокращайте отходы, берегите экологию.